Гости к Маржан Хадзиевой приходят не с пустыми руками. Букет цветов и сладости. Поздравить с Международным женским днем и справиться о здоровье решили ее старые знакомые. Гостям бабушка рада всегда. Какие люди, да? С самого начала а это дополнительные были наши ребята. Гостей Маржан Султановна просто так не отпускает, зовет к столу. Теплая беседа продолжается уже на кухне. Юсуп Евлоев помнит Маржан Хадзиеву с измальства, как исключительно добрую соседку. 475 год. Я только пошел в школу, а сон так думал, ну теперь сначала сумку шалост ханан, а Маржан гасхили ухадурс. Так цухан халка мериве. شيء بلغ على حكي يتخسك تكون دي هون دي دو حمود دي حاجة دايدي حيدي دي تخنان شو نوقص لدي سجيل شو خاندين سوني الملوش خاندين شا ناخا نوقص خل شيء بقول قلت ناخا نوقص درجة لجدي حنا حين سجيل ده ماشي اليوم. Ее года, ее богатство, за плечами длинная и интересная жизнь. В свои 78 ей есть что вспомнить и о чем рассказать. Родилась Маржан всего через пару месяцев после депортации в июле 44-го. И хотя жизнь была непростой, она закончила школу и поступила в медицинский университет. 11 классов с производственным обучением. 3 года я чертежница, деталировщица. Насосы для экспорта выпускали, детали выпускали. Вот проектировали мы, поэтому черчение могла преподавать. Потом я поступила в Карагандинский мединститут. Закончить его не удалось. Мама сильно заболела, я бросила все, уехала и привезла ее здесь на Кавказе, оперировали ее в Грозном. Работать врачом у нее не получилось. Она вышла замуж, и нужно было смотреть за маленькими детьми, чтобы не упустить их, говорит бабушка. И только когда дети немного подросли, а их у нее 7, она вышла работать в школу учителем биологии и химии. В этой профессии мне нравится то, что ребята, я всегда любила ребят, я дополнительно их оставляла. Я хотела, чтобы они были грамотными, потому что химия, биология – это очень необходимые предметы и в медицине, и вообще я считаю, что математика, русский – это обязательные предметы, а вот эти предметы, я считаю, что необходимые были, главные предметы. И я очень многое сделала, ребятам помогла, они мне благодарны, мне больше ничего не надо. Любимой работе она посвятила около 30 лет. Все это время преподавала во второй школе Нестеровского. Ибрагим Гулиев учился там только до 4 класса. Он был наслышан о Маржан Хадзиевой от старших братьев и сестер. Ему даже довелось бывать на ее уроках. С большим интересом было понаблюдать, как Маржан Султановна объясняет ту или иную тему. Но, как я сказал, я с 1 по 4 класса только учился, но все равно, несмотря на это, мне было интересно именно химия, как она объясняет. Трудиться на благо малой родины Маржан Султановна успела поработать не только в школе. Она была депутатом 3 созывов в Нестеровской, работала в тандеме с руководителями региона. Стимулировали. Вот, очень хорошие преподаватели, руководство. Да везде, куда бы я ни пришла, я всегда находила общий язык. Я с Аушевым работала в патриотическом движении, с Зязиговым в народном контроле. Это общеполитическое все мероприятие, взяла нагрузку, потому что мне не безразлична была судьба Ингушетии, становление Ингушетии как республики самостоятельной. Активное участие принимала. Ну и с 2011 года, 2000, 3 созывов с Юнусбеком Евкуровым работала, секретарем депутатского корпуса. Родные, близкие и просто знакомые души не чают в Маржан Султановне. Все они любят и ценят ее за добрый нрав и великодушие. В прошлом году Маржан Султановна ушла на заслуженный отдых, но даже выйдя на пенсию, она продолжает интересоваться судьбой родной школы. Сегодня женщина живет в окружении близких, вместе с сыном, невесткой и внуками. Она считает себя богатым человеком. Ее всегда окружают хорошие и добрые люди. Тамара Хшагульгова, Рамзан Зурабов, Новости 24.